поэтому должна вестись не по отношению к преемственности, вероемности, а непосредственно к трансляции с тем, чтобы ее реализовать. Тогда, чем мы управляем в культуре? Мы управляем вот этими процессами трансляции и реализации. Мы можем запускать и сворачивать процессы реализации. Можно запретить в школе преподавать новую землю? Можно вывести из программы школьной песню про зубра? Можно. Можно запретить богослужение на белорусской мове? Можно. Все можно. Прекратить реализацию можно чего угодно. Прекратить трансляцию. А прекратить трансляцию нельзя. Управление трансляцией. А управление трансляцией строится иначе. Ведь, скажем, там Мирский замок, да, несет на себе отпечаток норм архитектуры некоторого периода добарочный, да? И этот отпечаток норм прекратить нельзя, потому что нормы чисто духовные, да? Но как образец, живой, реальный образец, он может быть утерян. Выломайте перекрытие, окна, поменяйте фундамент, укрепите, да? Замените там, стяжку, цемент, который там в рассыпающихся стенах присутствует, и вы утратите образец. Вы получите макет нормирующий. Ну, скажем так, вот возьмите саблю, меч, да, воинов там Великого княжества Литовского. Где-то он в музее может быть. Да? Потом возьмите его, сделайте копию, составьте, положите в музей, и вы будете знать размеры, форму, толщину, вес, много чего. Много вы можете снять здесь нормированного и эталонизированного. И дальше, когда этот меч придет в негодность, сделанный из алюминия, например, с вкраплением каких-то тяжелых металлов, вы можете заменить его другим, сохранившим те же самые параметры, воспроизвести те же самые параметры. Но сам образец исчезнет. Поэтому управление трансляцией осуществляется через музеификацию, например, с одной стороны. А с другой стороны, управление трансляцией осуществляется через создание вот этого, что транслируется. То есть через нормировку, придание чему-то статуса образца, эталонизацию, прототипизацию. Мы можем, например, скажем, эталонизировать Гомера, размер стиха, которым написаны Илиада и Одиссея, сделать ее эталонным образцом поэзии и на долгие десятилетия, эталонизируя это, как бы запустить это дело в трансляцию. Мы можем, например, сделать такие вещи, которыми развлекались и увлекались в Советском Союзе. Там, например, предполагалось, что можно эталонизировать, даже канонизировать определенные жанры, виды, искусства и так далее, и запретить другие, как будто бы их нет. Или выхолостить их содержание. Скажем, там взять, как это, помните, в фильме «Гараж» два молодых героя разговаривают. Ты чем занимаешься? Ну, я вот археолог. А ты чем занимаешься? А я литературовед. А чем же ты это самое занимаешься? Я исследую сатиру. И что ты там еще? Ну, сатиру. Говорит, 19 века? Почему 19? 20 Интересно у вас профессия. Вы занимаетесь тем, чего нет. Некая норма сатиры, как литературного жанра, сохраняется, а само содержание, образец, который, оно выхолащивается. В этом смысле видимость сатиры была в Советском Союзе, как там говорилось, нужны нам такие Щедрины и такие Гоголи, чтобы нас не трогали.
вот придание статуса чему-то, как норме, нормировка, это процесс. Норма – это норма, это вещь. Образец – это образец, это вещь. А вот придание вещи статуса образца, ну как образцовление, да? Нормировка, вот попробуй образовать от этого слова по отношению к образцу. Это тоже процесс, и этим можно управлять. Мы можем сделать Акудовича образцом белорусского философа эпохи начала первых десятилетий независимости. Но ты делаешь два противоречивых утверждения. То есть сначала говорится, что нормы, они, собственно, неизменны, как бы, и вечны. И с другой стороны, второе, ты говоришь, управляя процессом трансляции, как бы мы можем менять эти нормы на как бы некие другие. Менять статус, там, менять с нормы на образец там, и так далее. То есть, нет, менять нормы на образец вряд ли получится. Да? Мы можем занормировать, например, форму крыши барочных церквей. Да? Но если мы не воплотим это в конкретном памятнике, который должны законсервировать, и к которому надо относиться как к образцу нормы барочных крыш соборов, то тогда у нас норма будет, а образца не будет. Тогда получается, что если кто-то попадает в это пространство, норм, образцов и трансляций, то оно транслируется уже в любом случае, и сделать это ничего В нельзя. каком виде? Оно транслируется. Поэтому я говорю, вот здесь, помните, я начинал рисовать, да, вводил вот эту вот как бы схему опроцессовления культуры. Я рисовал здесь первоначально вопросительный знак, как пустое место. Да? И вот это, то, что культура есть то, чего я не знаю. Надеюсь, что Акудович тоже не знает. Да? Культура – это все, что транслируется и реализуется. Но я человек, я Акудович человек, и мы хотим знать, что транслируется и реализуется. Это уже наше человеческое отношение к культуре. И тогда вот это неведомое, что в самом общем виде мы называем нормой, дальше мы раскладываем на нормы в каком-то более узком смысле, да, то, что является результатом нормировки. Из всего, что есть в Илиаде Гомера, мы можем нормировать, например, размер стиха, а ударение. Расстановку ударений тоже можем нормировать. А можем не нормировать. Это получается, что в отношении трансляции, да, то есть вы говорите, что транслируется, все, что попадает там, в виде норм, образца, там, прототипа, еще чего-нибудь, оно транслируется уже, и с этим сделать ничего нельзя. Нет. Сделать можно только для того, чтобы оно попало в это пространство. Сделать его... Смотри, какая штука. Еще раз. Я не ученый. Я работаю в деятельностном, системном мыследеятельностном подходе. А что это означает? Это означает, что я не признаю существование вещей как таковых независимо от деятельностного отношения. А я про процессы говорю. Так вот, то, что я называю культурой. Не так, как эти самые собеседники Сократа, да, когда он их просил назвать, показать красоту. И они там тыкали куда-то пальчиком. Я не могу никуда ткнуть пальчиком, чтобы сказать, вот это культура. Я говорю иначе. Культура – это все, что транслируется и реализуется. Вот скажи, пожалуйста, ковыряние в носу относится к культуре? естественно. Естественно. Оно транслируется и реализуется. Поднимите руки, кто ни разу не ковырял в носу. Все реализуют. Подражают? А кому они подражают? Тем, кто ковырялся в носу до них. Это культура. А разрушение памятников архитектуры прошлых столетий в Беларуси, это что? Это белорусская культура, господа. Вот такова белорусская культура, потому что она транслируется с поколения в поколение. И реализуется с упорством, маниакальным упорством каждым новым поколением властей в Беларуси. Спрашивается, можем ли мы к этому относиться как к естественному явлению? Категорически нет. Мы должны относиться к этому как к культуре. И вместо нормы разрушения Мирского замка
ввести другую норму. Вот для этого, чтобы ввести ее другую норму, нужно произвести нормировку, эталонизацию, придание статуса образца Мирскому замку, священного образца, не подлежащему там, искажению и так далее. И нормировать можно, эталонизировать все, что угодно. Песню, стих, черный квадрат, даже холст, на котором... И этого достаточно, чтобы это начало транслироваться? Оно, нет, вот смотрите, мы не властны над тем, да, чтобы оно транслировалось. Вы властны над тем, чтобы поместить это в то пространство, где оно само собой транслируется. И произвести там определенные действия. Что мы делаем? Вот смотри, над трансляцией мы не властны, но мы управляем процессом трансляции. Ну, как это не властно? Очень просто. Через нормировку, эталонизацию, прототипизацию и придание статусов образцов. То есть нормировка, эталонизация, прототипизация существует как форма реализации? Нет. Это форма культурно-политических действий, позволяющих нам управлять культурой, культурным процессом. Можно ли сказать в таком случае, что мы их наделяем ценностью? Можно. И тогда в Можно. качестве ценности они становятся Нет. общезначимыми. Нет. Дело в том, что статус ценности есть как бы инструментальная функция в данном случае, с помощью которой мы осуществляем вот работу с этим процессом, да? Придание чему-то статуса образца. Потому что вот стоит коровник, вот стоит телятник, вот стоит курятник. Да? Что-то из них мы можем перевести в эти самые, в строчицы или в дудутки. Да? А другое, мы не можем привести все в дудутки. И вот случайным образом, из огромного количества хозяйственных построек белорусских крестьянских усадеб, мы привозим в музей несколько образцов. И дальше вот они и транслируются. Но смотри, какая штука. Ведь это кто-то сделал. Кто-то, по отношению к которому можно задать ряд вопросов. А был ли у него вкус? Потому что, чтобы как бы сделать вот много-много тысяч курятников, стоящих по всем белорусским деревням, сделать один из них образцовым, надо иметь много чего. Например, надо быть свободным от блата. Потому что кто-то может сказать: слушай, купи мой курятник. Да? И надо как-то проявить некоторую объективность. Да? Но чтобы выбирать, надо иметь вкус, надо иметь некоторое такое критическое отношение, чтобы выбрать типичный, да? А не это самое, бросающийся в глаза тип курятника там, и так далее. Да? Мотивация нужна, чтобы вообще заниматься выбором. И мотивация нужна, и так далее. Да? Вот как это самое, спор между Лосиком Алексеем, да, и Михаилом Методистовым по поводу слуцких поясов. Один сидит и корпается, изучая эталоны, образцы слуцких поясов и производя нормировку их. Говоря: вот, смотрите, это сохранившиеся слуцкие пояса. И в этом слуцком образце слуцкого пояса есть ошибка. Сюда турецкая фигня протранслирована. Этого нам не надо. И он сидит и рассуждает. И рисует образцы, и нормирует их и так далее. Приходит Лосик и говорит: а возьму-ка я и воспроизведу технологию изготовления слуцких поясов и восстановлю эту культуру, это ремесло. И начинает делать образцы. Показывает Анну Подыстову. Тот говорит: нет, слушай, это не слуцкий пояс. Как, говорит Лосик, я же сам видел. Он говорит: ты видел, но не то. И начинается полемика. И начинается спор и разбирательство по отношению к этим вещам. А что там образцового? А что там эталонного? И так далее. И в этом живет как бы вот управление процессом трансляции. Ни Лосик не может запретить слуцкие пояса, начиная выпускать лосиковские пояса. Ни Анна Подыстова не может, не знаю, там, остановить или запустить трансляцию. Они были. Ну и много чего другое также. И вот, например, скажем, в Беларуси, да, нет ни одного образца, скажем, замка XII века. Нет ни одного образца.
А нормы есть? Вот Гальшанский замок, например, гораздо более поздний, там, Електреевский, да, чуть ранее, более ранний, они существуют и даже нормированы определенным образом. Существуют формы их там, как бы, и так далее, да? Но образцов нет. Точно так же, как в Минске нет ни одного образца там, традиционной мечети татарской. Где-нибудь есть, тут нет. А нормировка по отношению к этому вполне может быть. И если татары захотят восстановить здесь мечеть, они ее сделают по нормам, да, прототипам и прочее. Сейчас еще другая штука. Например, совершенно отсутствуют, опять же, деревянные образцы культовой архитектуры, ну, там, раньше какого-то времени. Калужская церковь, там, 12 века, да, она каменная и сохранилась. И то половину только. А вот деревянных нету. Тогда. А в церкви надо строить. Кто-то решает, их надо строить традиционно. Каноническая же территория православия. Будем строить. И привозят эталон. Откуда? С луковками, маковками. Совершенно другая ситуация. И начинают покрывать всю территорию Беларуси совершенно нетрадиционной архитектурой. Позвольте, что значит нетрадиционной? Она уже 150 лет стоит. Она уже стала нашей. Давайте теперь разрушим все муравьевские церкви. И начинаются споры и вот эти все штуки, которые приводят нас к культурному процессу, культурной политике. Одно дело, да, принимать решение, надо ли возле Московского кладбища, на углу улиц, как там, Калиновского, Сесвятская и так далее, строить вот эту вот странную церковь. Как они называются там, в шатровом стиле, да? Это надо принимать решение сейчас. Строить, не строить, такую, не такую. И одни начинают доказывать традиционность этой архитектуры и культурность ее, другие говорят, нет, это не наша архитектура, не традиционная, там и так далее. И вот она теперь стоит. Можно ли ее сделать белорусской архитектурой? Или она остается как памятник колонизации? Уже современный памятник колонизации. Это вопрос о том, какому образцу, эталону и прототипу мы возведем это сооружение. И в одном случае оно будет транслироваться, оно будет стоять. Никуда не денется, еще долго будет стоять, если не придут новые большевики и не взорвут. Стоять будет, но что будет стоять? Может стоять памятник традиционному православию, а может стоять памятник оккупации и колонизации, русификации. Что мы там оставим на этом месте? Придется договариваться. И в этом состоит культурная политика. Да, да, у меня такой уточняющий вопрос возник. Вот из перечня тех вопросов, которые написаны на доске, мне кажется, не затронут еще один важный вопрос. Вопрос о культуре как о где это. То есть мало ответить на вопрос, что это. Надо как-то все-таки ограничить это с той точки зрения, что когда мы пытаемся ограничить, допустим, культуру вообще от природы вообще, ну как-то абстрактно мы это делаем. Как только мы пытаемся взять решить от помельче диалекта, то, допустим, отделяя белорусскую культуру, мы должны тогда прояснить для себя. Вот белорусская культура, которая там транслируется, реализуется, это где? Это, скажем, вот как в политике есть, до сих пор существует Белорусская Народная Республика, которая вот вроде как транслирует себя и вроде как нам через свою деятельность пытается что-то реализовывать, подавая паспорта граждан. И точно так же можно сказать, что вот существует Республика Беларусь с ее механизмами трансляции. Точно так же вот белорусская культура. Это вот культура, которая реализуется на этой территории. Это культура, которая реализуется нашими пограничниками, то есть людьми, кто живет одновременно в Польше, Беларуси, Литве, Беларуси, России, Беларуси. Это та культура, которую реализуют белорусские мигранты в Америке, Канаде и так далее. То есть вот эти вопросы, которые, на мой взгляд, не совсем разные. Да, но вы правы, но я нарисовал здесь три самых... Возможно ли тогда еще, да, вдогонку, возможно ли так, что существует несколько альтернативных культур вместо одной, скажем. Не говорим ли о белорусской культуре, а говорим, есть белорусская культура 1, есть белорусская культура 2, есть белорусская культура 3, и они, развиваясь параллельно, альтернативно, как-то вот конкурируют на примерно одном поле.
Да? Но все это я уже нарисовал. Поэтому я уточняю. Да, я это все нарисовал. Почему? Просто я вынужден двигаться очень такими большими, крупными мазками. Да? Но пространственно-временная структура онтологии, да, вот она как в парадигму забита в этом смысле, да, и в этом месте, отвечая на вопрос, что или строя разные онтологические представления, мы в любом случае помещаем это в определенное пространство и время, и почти вакантны и не способны освободиться от этих априорных форм. Относительно их к чувственности или относить их к мыслимости там, и так далее. Сейчас как бы я не стану вдаваться в эти споры, но по крайней мере все, что мы вот в самом черновом приближении обозначаем вопросом «что?», это наполнение определенных пространственно-временных структур. Поэтому вопросы «где справедливы?», но они являются как бы подразделами вопроса «что?». Это я как бы вот тыкая пальцем в топическую схему говорю «где?». Я так примерно предполагал, просто это не было вами акцентировано, да. я уточняю. Ну, точно, я не акцентировал, потому что на самом деле это можно дальше развивать. Теперь, по-другому отвечая на вопрос «где?», где, понятно, где в ситуации. А ситуация, она тоже имеет пространственно-временную структуру. Ситуация очерчена пространственно, да? И в этом смысле приезжайте в Супросль под Белостоком, видите как бы, Супрольский собор, типичное как бы, произведение вот, как бы, белорусской архитектуры. Приезжайте в Вильню, для чего? Для того, чтобы изучать, например, там, скажем, образцы белорусского барокко. Да? Вильня где? Там где-то, но не в Беларуси. Дальше. Можете приехать в Канаду для того, чтобы услышать там образцы мелодичного там, исполнения каких-то песен, которые завезли туда эмигранты, которые здесь уже забыты. И очень многие вещи культурные, как раз, они находятся в ситуации, то есть в пространстве и времени, очень отдаленно от, ну, скажем, ядра реализации. Да? Поэтому то, что сильные процессы, скажем, реализации каких-то норм меняют ситуацию достаточно сильно ядерную, то где-то на периферии, например, в канадской диаспоре, это может сохраниться. Евреи вообще всю свою культуру сохраняли исключительно в диаспоре. Где была еврейская? Где был Израиль, когда не было Израиля? Вы полагаете, что ситуация одна или ситуация несколько? А ситуация, вот давайте так, как я рассказывал Татьяне, да? Что такое культура? Культура это не то, во что я могу ткнуть пальцем и сказать, вот оно. Культура это то, что транслируется и реализуется. Нельзя сказать, что вот эта штука, потому культура, что вот она транслируется и реализуется. Нет, мы про что-то можем сказать, что это культура, если она транслируется и реализуется. Да? Обратно. То же самое про ситуацию. Пространственно-временные рамки ситуации – это место и время реализации тех или иных норм. Ситуация – это, ну, например, БНР, там, да? Была вот такая ситуация. Где была БНР? Правильно, в Праге, в том числе. Да? Куда сразу переместились. Есть. И есть, в каком-то смысле, да? Какое отношение к Беларуси имеет и так далее? Где появилась белорусская книгопечатание? В той же Праге. Является Прага культурной столицей Беларуси? Если вы так напишете историю и таким образом ее нормируете, так оно и будет. Ну, то есть здесь белорусскость, она лежит в там, процессе нормирования, да, а не в самом качестве вещей. Ну, типа, Ну, конечно. Вот В скажем. том существует, как бы, приписано ли этой норме характеристика белорусского, скорее так. Ну вот это ведь определяется, да, не тем, что, скажем, вот это дерево-плита там жесткая, да, скажем, жила-была певица и жил-был певец. Собрали они чемоданчики и уехали в Москву из Минска. И в Москве одна стала Аленой Свиридовой, а другой, например, там стал Серегой. Или там, не знаю, этим Ляписом Трубецким. И будут они петь в Москве.
Или там собрался из той же Праги Милош Форман и поехал в Голливуд. Стал там кино снимать. Почти как этот самый Михалков Кончаловский. Кто из них остался кем, что и так далее, ведь на них этого не написано. Это определяется отношением. Поехал Калмыков, повез ляписов в Киев. Станут они украинцами, хохлами, отрастят они селедец себе. Ну, неизвестно. Это определяется отношением. Отношением, которое задается в данном случае тем, а что именно они будут транслировать, а что они будут именно реализовывать. Так а судьи кто? Если одни будут говорить, вот у нас подлинная белорусская культура, грубо говоря, вот мы там живем в Канаде, мы имеем подлинную белорусскую культуру, которую вывезли вместе с собой в 30-е годы. А вот у вас здесь какая-то советская, неподлинная, вообще мало белорусской культуры. Ну вот давайте разберемся так. Вот это очень, опять же, острый и принципиальный вопрос, да, который возникает, и он должен был возникнуть, хотя я как не собирался о нем специально говорить. Вот теперь я перерисовываю эту схему, которая написана в общем виде, вот сюда, более детализованно, да, и говорю, а вот эти столбцы что-нибудь означают? Да, они означают. Они означают, например, столбец Акудовича, ну и, скажем, столбец Мацкевича. Да? Про те же нормы, все то, что транслируется и реализуется, мы можем говорить по-разному. И обратите внимание, с Акудовичем мы более-менее разбираемся. А вот, скажем, с некоторыми белорусами мы разобраться можем с трудом. Особенно с теми, кто верит в то, что быть белорусом означает нести в себе ген белоруса. Или что-нибудь такое, да? И они начинают выяснять вопрос, кто истинный, кто не истинный белорус. Или там литвины, там и так далее, да? И начинают обсуждать вопросы, которые не могут вообще найти себе место в культуре. Это не культурная постановка вопроса. Это постановка вопроса, ну скажем, в лучшем случае, естественно-научная. Если бы, скажем, белорусы были предметом естественных наук, если бы их можно было изучать естественно-научным методом. А почему их нельзя естественно-научным методом изучать? Потому что это дело культивировано. Мы это делаем, это люди делают. Так же, как они сделали культурные растения, так же, как они возвели египетские пирамиды, так же, как они возвели Мирский замок и вершину человеческой культуры, национальную библиотеку. Ну, почему же? Эти люди отсылают как раз к нормам, ценностям, эталонным образцам, просто говорят, что вот есть истинные эталоны, а вот есть колонизация, советизация, еще какие-то навязанные извне. Я готов обсуждать колонизацию, постколониальные всякие вещи там, и так далее, да? Но я готов обсуждать их как культурные явления, в деятельностном отношении. Вот мы сейчас сами обсуждали эту самую церковь на углу, где там Дима, знающий эту улицу? Как все связано? Да. Ну вот на востоке, там где-то за с другой стороны московского кладбища. И я говорю, что вот эта штука, она стоит. Но это груда камней, дерева, бетона, стекла, железа и так далее. Да? А что это в плане культуры, это еще подлежит выяснить. Ну, придите туда с микроскопом. Поможет вам микроскоп выяснить, что это такое. Но это другой прибор. Подходить к явлениям культуры, к явлениям, как вот противопоставлялось в XIX веке, да, натурвиссеншафт и гайствиссеншафт, или культурвиссеншафт. Это разные подходы, разные методы и так далее. Да? Поэтому вот эта штука, которая там стоит, может быть памятником одного, а может быть памятником другого. В зависимости от того, каким нормам, образцам, эталонам мы ее отнесем и в каком плане мы будем ее транслировать. Например, можно вводить туда экскурсии. Можно показывать вот людям. А что будет экскурсовод про это говорить? Вот смотрите, он говорит, приходя на площадь Независимости. Вот памятник людоеду, из-за которого погибло первое белорусское возрождение. Да? Он, гад, заложил норму, ссылая из Питера деятелей культуры на философском пароходе,
заложил норму отношения к цвету национальной культуры, которая была реализована в 1937-1938 годах по отношению ко всему бомонду и элите белорусской культуры. Можно так показывать Ленина на площади Независимости? Можно. И тогда его не надо взрывать. А если мы не сможем перетрактовать это таким образом, его подлежит взрыву. И вот в этом определяется вообще наши поступки, наши действия. Что с этим делать? Просто вопрос возникает, опять же, о частичной реабилитации позиции Худовича. Когда можно сослаться на то, что к чему отсылает Худович. Существует масса ситуаций, масса, что называется, культур, которые за ними стоят. И чего тогда сравнивать? У каждой ситуации, своя культура. Мы их никак не сравним, никак не скажем, что одна есть лучше, другая лучше, или как идут тогда. Вот, Павел, смотрите, в споре с Худовичем у нас, который, с моей точки зрения, на сегодняшний день может быть в некотором развороте представлен как главный спор, главная проблема белорусской культуры. В нем могут быть две, как минимум, факультативные позиции. Одна факультативная позиция, она вроде представлена такими, я могу ошибаться, но именами. Олесь Белый, Юрий Шевцов, кто там еще у нас из идеологов литвинизма? Поздняк, в том числе, и так далее, да? Которые относятся к этому таким образом. Есть истина, мы ближе к истине, чем все остальные. Да? И поэтому мы будем до хрипоты, до капли крови спорить с носителями неистинного отношения к этому. Да? Историки сейчас начинают об этом спорить. Да? Например, там, как это? Марзалюк в Могилеве, да? Правильно? Да. Спорят с Кравцевичем, или еще с кем-то, да? И с Сагановичем, там, и так далее. Да? И они отстаивают, там, скажем, происхождение, откуда происходит белорусская идея национальная. Одни говорят оттуда, другие говорят отсюда, там, и все претендуют на знание истины. Это одна позиция. Другая позиция состоит примерно в том, как вы это немножко так сейчас описали, да? Она состоит в том, конечно, вот есть Марзалюк, вот есть Саганович, вот есть Мацкевич, вот есть Апутович. И тот прав, и тот прав. И чего нам, татарам, париться и выбирать из этого? Да их, пусть они себе собачатся, нас это не касается. Понимаете, какая штука? И вот именно потому, что эта позиция на сегодняшний день является одной из распространеннейших в Беларуси, да? Вот все-таки, как бы я там любил, не любил Шевцова, там, Олеся Белого, там, еще кого-нибудь, вот этих вот ригористов, знающих истину, да, правду, как оно есть на самом деле. Но это все-таки люди, с которыми можно вступать в полемику и конвенционально приходить к каким-то решениям. А вот с теми говорят, можно так, можно это. Скажите, пожалуйста, какие окна или какие стеклопакеты надо вставлять в Мирском замке? Как прораб решит, как смета позволит, так и надо. Нам-то какое дело? Там они ученые, пусть разбираются. Мне казалось, наверное, не про это спросить. А про что? Если взять схему, да, там есть несколько разных ситуаций, в которых реализуются разные нормы. В отношении к этим ситуациям их нельзя сравнивать с более развитой или менее развитой. Нет, если про это, то, конечно, никак. И в этом смысле реабилитация, схема Рабиновича, что существуют разные культуры, они можно относиться экологически. Вот ситуация, в которой реализуется норма, одна. Вот ситуация, в которой реализуется норма, другая. Ни сравнения, ни развития там нет никакого. Ну, отлично. Это я еще попробую обсуждать, да, на третьей лекции, когда мне придется говорить о существовании больших стилей и дестилизацию культуры, экологизацию культуры, так сказать. Да, мы вообще, как это самое, в наших строчицах должны сохранить каждый плай по плаю. И мы можем привозить туда один курятник, если мы видим, что он какой-то там усредненный. Да? Если у нас в культуре присутствует несколько типов курятников, то мы каждый из типов должны представить там. Да? И они должны там и транслироваться, быть образцами и прочее. Но на сегодняшний день, почему все-таки про это надо говорить, несмотря на отсутствие объективной истины в мире
вещей, которые транслируются и реализуются, то есть культуре. Потому что нам приходится решать некоторые вопросы совместно. Это наше общее дело. Почему это вообще становится политикой? Потому что политика – это искусство ведения общих дел. Нам надо договариваться. Но мы не можем договариваться, занимая твердокаменную позицию наличия объективной истины в этих вещах. Да? Если Шевцов знает истину, что поляки злодеи, Америка Пиндостан, а Беларусь и Россия Хинди, Руси, Пхай-Пхай, как бы, да, и все вот это вот, все остальные дураки, коллаборанты, сволочи, и с ними разговаривать невозможно, это одна вещь. Другая вещь. А какая разница? Как знаете, анекдот про Сталина. Посмотрел Сталин новый фильм и обсуждает там с Берей художественное достоинство этих фильмов. Слушай, фильм, конечно, ничего, но что-то тут не то. Поэтому, давай так. Главному режиссеру высшую меру, исполнителю главной роли, как и быть, 10 лет без права переписки, а сценаристу, 25 лет дадим, хватит. Ирина говорит, да, интересное предложение. А что, Лаврентьевич, у тебя есть другое мнение? Ну, есть другое мнение. Какое? Ну, я думаю, что главному режиссеру можно дать орден Ленина. Исполнителю главной роли орден Трудового Красного Знамени. Ну, а сценаристу достаточно государственной премии. Сталин. Или так, Лаврентий. То есть, ну, как бы, по-разному. Вот когда безразличие и, ну, такая индифферентность по отношению к вопросам культуры, да? Нетерпимая вещь. Но когда мы говорим про ситуацию, в которой мы оказываемся все задействованы в принятии каких-то решений, нам надо уметь договариваться. Мы не можем договориться, если мы знаем точно, что в культуре существует конечная истина, да, и можно только так, а никак иначе. И точно так же при индифферентности нам не о чем договариваться. А договариваться можно только тогда, когда у вас есть убежденность в чем-то. У вас есть убеждения, установки, ценности, как говорит Савва. Да? И, например, вы считаете, вот это вот безусловно ценно. Иногда говорят в культуре, это тоже, в общем, несовременная постановка вопроса, что на вкус и цвет товарищей нет. Они такие есть. Если не товарищи, то оппоненты. Если не оппоненты, то конвенционально приобретенные сотрудники и так далее. И многие вещи нам надо решать. И на сегодняшний день, ну тут уже как бы я пока не буду забегать вперед, понимаете, белорусская культура на сегодняшний день, на мой субъективный взгляд уже, который совершенно не претендует на какую-то обоснованность, долгое время, находясь под определенным давлением и гнетом, накопила некоторый потенциал энергетики. И эта энергетика сейчас канализируется, ну, выпускается, в грызню бесполезные споры между собой деятелей культуры или людей, которые к этому слушают просто так. Я не знаю, например, как слышалось, там, мой монолог слышался сегодня здесь, да? Если люди просто слышат, в одно ухо влетает, другое вылетает, это ни к чему не приведет. Но вот если в аудитории появляются возражения, что в Москве все направо, а Удович прав, или наоборот, Шариков говорит, да? Читал полемику Каутского с Энгельсом. Ну и как? Ай, я не согласен с кем? С ними обоими. Ну, тогда с чем ты согласен? Во что вы верите? На чем вы стоите? Что является для вас эталонами, образцами и так далее? Да? Это есть один тип самоопределения в культуре. Человек может быть вне культуры, в мыслях своих, там, в представлениях, и тогда он, он является только материалом культуры. Он все равно либо ковыряет в носу и реализует одну нужду, либо ему запрещено ковырять в носу, он не ковыряет. Либо он, например, там, красит яйца на Пасху, и тогда он в одной культуре, либо он ни в коем случае этого не делает. Да? Тогда он там в другой культуре. Но он не осознает этого. Культура, в общем, его не спрашивает, она все равно
транслируется и реализуется, в том числе на бумаге, на людях там, и так далее. Но люди, которые берутся про это рассуждать, они не могут рассуждать это, не производя для себя оценку и переоценку норм, образцов, эталонов, прототипов. То есть всего того, что лежит в области прагматики. Зачем сохранять Мирский замок? Зачем обсуждать снос или не снос памятника Ленину? И так далее, и так далее. Вот все вот эти вещи тогда, значит, мы обсуждаем с деятельностным отношением к культуре. А для того, чтобы деятельностное отношение к культуре иметь, мы должны иметь какие-то определенные ответы на вот эти вопросы. Что это такое культура? Где и в какое время? Да? Что с этим делают или что с этим можно делать и как? Да? И зачем мы все это делаем? Каковы у нас цели, ценности и так далее. И вот эти вот вещи, они, вот я их пытаюсь выносить на эту лекцию, не обсуждая, как оно на самом деле. И критике тогда здесь, и отношению, подлежит именно такая штука, что, ну, оказывается, вот эти вот инструменты и представления, они, может быть, так скажем, хуже, чем какие-то другие научные. В нашей культуре, в нашем мышлении, в наших философах и так далее. Я проиллюстрирую это последним событием. Вчера мне присылают ссылку на сайт одной консалтинговой бизнес-компании, в которой предлагается очень быстрый способ обучения системному мышлению критическому и критическому. Да? И для этого есть, оказывается, найденные, запатентованные 4 шаблона. Надо выучить 4 шаблона, и вы будете системно и критически мыслить. Легко и дешево. Очень дешево. Очень дешево. Ну да, билеты, говорят, там не указано цена билета. Такой семинар, но говорят, что да, еще и не очень дешево, но в смысле все равно же дешево. Да? Вот в университете-то ваши студенты учатся 5 лет, и то не уверен, что научаются мыслить, как бы, да? А там за один семинар. Владимир, можно еще уточнить вопрос, потому что я не до конца получил ответ на предыдущий, как мне показалось. Вот мне не вполне понятно, а с кем вы собираетесь договариваться. То есть собираетесь ли вы, допустим, договариваться, опять же, с теми белорусами Канады, считая, что они также являются трансляторами и реализациями той же белорусской культуры, что и реализуем мы, и находятся в той же ситуации, в которой находимся и мы здесь. Собираетесь ли вы договариваться с теми же самыми белорусами белосточными, учитывая, что они тоже, может быть, в ситуации такой же, как мы, а может быть, другой. И реализуют, опять же, ту же культуру или не ту же. И даже если взять здесь, согласны ли вы будете договариваться с людьми, которые считают, что они находятся в одной ситуации, а вы находитесь совершенно в другой? И что культура у вас тоже раз? Ну да, это все правильные вопросы, и вопросы очень такие конкретные, существенные. На все эти вопросы культурная политика имеет определенный ответ. Конкретный ответ. Да? Опять же, не надо относиться к ним как к истине. В последней инстанции к ним надо относиться как к тому, что мы выносим на коммуникацию со своей прагматикой. Ну, например, один из таких тезисов культурной политики, который вот уже несколько лет нами проговаривается и декларируется, мы один народ. Что означает для нас этот тезис? Этот тезис означает, что мы не делим белорусов на литвинов и мы белорусы. Все белорусы, и те, которые носятся по улицам с бело-червоно-белыми стягами, и те, которые вешают на своих лобовых стеклах красно-зеленые флажки, мы белорусы, мы один народ. Да? Это не то, что мы правильные белорусы, вы неправильные белорусы, станьте такими, как мы хотим. Договариваться между ними. Дальше. Жители Белостока, Подляжска. Если они говорят, это наше, значит, они имеют все права вступать в коммуникацию по поводу белорусской культуры и Украины. Если это канадские белорусы или там, из Новосибирска, белорусы Москвы и так далее, да, они как минимум имеют равный голос в решении всех этих вопросов. Нет, а теперь, когда мы выдвигаем вот этот вот тезис, да, что мы один народ, это мы не говорим, будьте вы тоже такими, как мы. Мы говорим, это мы берем на себя обязательство всех, кто скажет, что мы белорусы,
и мы претендуем на это, воспринимать как белорусов и слышать, и считаться с их мнением. Это наше обязательство, это наш лозунг. Не так, как политики это говорят. Почему мы занимаемся культурной политикой, а не просто политикой? Политики говорят, вот наш лозунг, выберите нас, примите наш лозунг, примите нашу идею и так далее. Мы говорим, вот наш лозунг, мы один народ. Это наше обязательство вести себя по отношению к вам вот так-то и так. Дальше. После игры, деятельности, которую я упомянул в начале, Дубовец предложил вот эту вот декларацию единства культуры. Да? И первая реакция на нее была абсолютно неадекватная. Как? Сказали. Культура же, она существует в разнообразии. Умники, которые знают про культуру, говорят, какое же может быть единство культуры, если она состоит из разнообразия? А Дубовец, что такой дурной, что он не знает этого? Он знает это. Почему он тогда предлагает этот тезис «Одинство культуры»? Потому что он говорит, понимаете, какая вещь? Одинство, оно не в том, чтобы все унифицировать. Оно должно сохранять разнообразие и разных норм, да, и разных вообще комплексов, норм, эталонов там и так далее. А единство в том, что это наше общее дело, наши общие проблемы, мы должны это обсуждать, и это наше обязательство. Наше, говорит Дубовец, обязательство нас, творцов, прекратить бесперспективные препирательства между собой, а если уж припираться, то по поводу нашей культуры, нашей культурной политики. Это наша политика, это наше общее дело. Политика – это искусство ведения общих дел. Этому искусству надо учиться. И мы через декларацию единства культуры принимаем на себя это обязательство. И поэтому, надо или не надо слушать этих самых канадских белорусов? Это не канадских белорусов надо спрашивать, да? Это нас. Мы готовы услышать. Мы вообще можем себя настроить так, чтобы слышать и сторонников Лукашенко, и сторонников, и любителей этих самых стихов Быкова, и прозы Черненца, там и так далее. Ну вот, мы себя и спрашиваем. Поэтому мы самоопределяемся относительно того, что мы считаем нормами, какую нормировку признаем, образцы, эталоны и так далее. И мы самоопределяемся в ситуации. Мы это кто? Где существует Беларусь? Я-то думаю, что существует Беларусь в истории и в мире. Мы, белорусы, да, слишком идилличны. Хотя бы по той причине, что нормы зачастую так противоречат друг другу, что вам не удастся, допустим, объединить нормы культуры, которые выдвигаются Министерством культуры, и те нормы культуры, которые к ней предъявляют, допустим, свободные художники. А ваш тезка Павел Латушко, а это вещь культуры? Он транслируется. Министры приходят и уходят. Да, но у вас конкретная ситуация реализации. Вот у вас есть Мерзкий Запад. И есть две нормы. Одни говорят, давайте будем брать опыт европейских реконструкторов, которые там за супер большие деньги делают супер реставрацию того, что есть. А есть опыт белорусских реставраторов, которые спонсируются Министерством культуры, которые придут, вставят стеклопакет, покрасят его под камешки и получится культура. Вот две нормы. Они реализуются. Но реализовать можно только одну. Нельзя поставить эти окна, бесконечное количество рамок, в зависимости от того, сколько культуры приедет. Ну, давайте вернемся назад чуть-чуть. Итак, мы же находимся сейчас на территории философского факультета. Ну, он чуть больше, чем философский, но тем не менее. Да? Поэтому здесь стены предполагают, что мы, в общем, мысли категории. Да? Итак, все, что я говорил, оно говорилось, я, по крайней мере, старался так говорить, да? Чтобы избежать натурализации. Поэтому я еще раз повторю, что такое культура? Культура – это то, что транслируется и реализуется. Это не культура транслируется и реализуется. Культура – это то, что транслируется и реализуется. Теперь возвращаемся к норме. Что есть норма? Вот почему я ссылаюсь на одну неконструктивную позицию, например, там, этого оголтелого ленинизма или советизма, да, которые точно знают, что есть норма и какая норма правильная.
Я говорю, что есть норма? Норма – это то, что транслируется и реализуется. Из многообразия норм, предоставляемых нам культурой в мире и в истории, мы можем норму нормировать, да, и признать за норму нечто, если договариваемся конвенционально, коммуникативно и так далее. А можем поступать иначе, вне культурной политики, а средневековой политики, которая, в общем, до последних лет, в общем, была, да? Сила. Либо сила большинства, либо сила денег, либо какая-то другая сила, в которой не надо договариваться. В которой говорится, Министерство культуры приняло декрет о том, что шведские стеклопакеты для нас слишком дороги, а вот чешские самые разные. Поэтому будем устанавливать в Мирском замке чешские стеклопакеты. Да? Но это декрет, это не норма. По крайней мере, это не культура. Культура – это то, что как бы мы в данном случае определили для трансляции и реализации. И это всякий раз определяется культурной политикой. А не дано и существует независимо от нашего отношения, сознания и прочих вещей. Поэтому всякий, кто обсуждает культуру в терминах натурализма, ну или там естественных наук, или в терминах силовых, ну или там марксистского представления о политике, о государстве, да, как инструменте насилия, они вне культуры. По крайней мере, не современной культуры, не современного отношения к этим ко всем вещам. Поэтому уже возвращаясь назад, есть ли в Беларуси культура? Политика есть. А с культурой? Культура тоже есть, потому что она сопротивляется. А вот современная форма существования политики, как культурной политики, а культуры, как процессов культурной политики и управления, ей увы. Увы, потому что что происходит, когда встречаются там люди, занимающиеся этими вопросами. Вот те, кто были на игре, наверное, могут подтвердить. Мы туда привезли очень разных людей. Людей, которые знали о существовании друг друга в Минске, но считали, что им разговаривать не о чем. Там они со страшным увлечением друг с другом разговаривали, припирались, спорили о каких-то материях, ну типа того же самого управления культурой. Возможно ли управлять? Да? А Худович начал сидеть и заявил, он наконец понял, что такое культурная политика, это оказывается не страшно. И так далее. Но надо было 5 дней запереть их в, хоть и невысоких, но горах Карца, да, чтобы они начали разговаривать. А что происходит сейчас? После того, как, там, скажем, Олег Мазаник и Ася Поплавская сделали там презентацию книжки в Виктории. Что разгорается? Что там происходит, скажем, когда там Бабков решает там несколько поспорить с Павлом Барковским, заявляя, что Барковскому запрещено называть банальности банальностями, да, и задавать вопрос, а что вы тут, собственно, делаете? Это уход от разговора, уход от контакта. И происходит то, вот почему я говорю, что как бы, вот весь процесс белорусский, он разворачивается сегодня по Алкудовичу. Он разворачивается по Алкудовичу и как бы движется к архипелагу. То, что Алкудович образно описал как архипелаг Беларуси. Что такое архипелаг? В данном случае он говорит, нету такой вот земли Беларуси, да? Есть островки белорусские, да? Где настоящие белорусы, туземцы, аборигены проживают. И вот чем дальше эти белорусы друг от друга на этих островках живут, чем больше они инкапсулируются в свои узенькие кружочки вот этих тубыльцев на этих самых островках, архипелага, чем они самобытнее, и тем в большей степени они становятся ригористами и риториками. Да? Вот наше, вот это вот настоящее. А на том острове, на ближайшем, который они видят, потому что через один они вообще не видят и не интересуются, а на ближайшем также живут уроды. И плохие. Поэтому туда кидают камнями, да, туда посылают там всякую фигню там, и так далее. И все грызутся. Соответственно, страдают эти островки, их становится все меньше и меньше. В конечном итоге каждый белорус окажется на своей почве. Куда вступить, откуда нельзя было вступить. Так вот, либо мы осваиваем эту территорию как территорию, на которой можно жить, работать, мыслить,
творить. Либо мы воюем каждый за свой пятачок, ну, что здесь, на этом пятачке, самая истина и процветает. Так вот, мне архипелаг не нравится. Я предпочитаю поэтому осушать это болото, чтобы мы наконец соскочили со своих почек и ходили друг к другу в гости. И с удивлением обнаруживали, что на соседнем островке, который раньше был островком, живут тоже люди. И мы с ними один народ. Да? И что при всем разнообразии у нас есть общие культурные проблемы. И мы можем, в общем, обсуждать, а что является нормой для нас и для них. Мы можем взять за норму нашу норму, если она им понравится. Можем мы перенять их норму, а можем вообще апеллировать какой-то третий, что снимает разницу или там оппозицию наших и их, и наших, да, а возводит к чему-то третьему. Это не истина, то, что я говорю, это не может быть истина. Это прагматическая установка. Это то, зачем, чтобы вот так вот было, затем я это делаю, и таким образом я строю системное представление о культуре. Твою позицию можно критиковать с точки зрения ее, ну, скажем, морально-нравственной уязвимости. Да? То есть, когда ты говоришь, что мы один народ, мы включаем и договариваемся, то есть, там, со всеми, и в этом смысле готовы пересматривать свои как бы, нормы там, и убеждения, да, то ты исключаешь вот, ряд вопросов, которые для Худовича, например, являются очень важными. Ну, допустим, там, эссенцию там, или сущность некой там, белорусской культуры, которую Худович полагает, которую там анимпадистов там, в поясах своих там, ищет. Там, да. Вот эта эссенция белорусской культуры для них существует. В твоей же позиции, да, она как бы не присутствует. Или ты ее не обозначаешь, да? И вот сама эта позиция вот этого как бы диалога всех со всеми, который там ведет к некому новому положению культуры, организованных на новых там нормах, которые по-новому там транслируются и реализуются, да, связано в той или иной степени с отказом от эссенциализма. Эссенциализма, да. Да. А значит, от неких установленных, принимаемых, разделяемых там, четко норм. Ну почему? Почему? Вот, например, смотри, я-то считаю, что анимпадистов, да, как творец, он в этом смысле, ну, скажем, больше анимпадистского мыслителя. Я уж не знаю про эссенциализм Михала, да, не слышал ни разу. А вот народный альбом прослушал много раз. И обратите внимание, народный альбом написан на 5 языках. Белорусском, тросянце, русском, польском и идиш. И это нормально. Это нормально, как бы, да, и там, а где эссенция белорусскости? Когда Худович говорит как бы, о архипелаге Беларусь и островках белорусщины, да, он выделяет эти островки белорусщины, какие-то обнаруживает, потому что у него есть некая там, эссенция белорусской культуры. Не знаю, там, как там евреи самоопределялись, где Израиль, когда они были в диаспоре, но, наверное, определялись так, что там, где читается Тора, там и есть Израиль, там, да? Подожди, хорошо. А Худович определяет, да? Предположим, у него есть самый лучший прибор, самый лучший метод определения эссенции, да, сути, сущности белорусов. Да? Отлично. А если, например, там Тодор Пашкуревич не вписывается, или там Алексей Герман не вписывается в это? Ну вот, скажем, я христианин, да, а они поганцы. Когда-то Герман там прочитал одну мою статью, в которой я ернически вмешался в спор христиан по поводу того, какая религия христианская традиционна, какая нетрадиционна для Беларуси. Я говорю, прекратите дурацкий спор, потому что традиционно для Беларуси все-таки богатство. Да? А христианство во всех формах рано или поздно было привнесено на Беларусь. Это я писал для того, чтобы прекратить дурацкий спор между христианами. Потому что он дурацкий, что более традиционный, что более присущий душе белорусов. Эссенция, да? И к этому привлекается и исторические изыскания. А кто раньше пришел, кто первый занял? Вас тут не стояло. Ну или там еще что-нибудь там, ну и так далее.
Ты же понимаешь, что вот это твой отказ от эссенциализма, я понимаю и принимаю. Подожди, да? а теперь как Герман это прочитал, ты помнишь? Я помню, как Герман это Он сказал, прочитал. о, Боже Мацкевич, Поганец. христианин признал, что поганство традиционное для Беларуси, да? Не признавал я это. Вот ты не признавал поганство и хотел прекратить споры там с... Бессмысленные споры. Не вообще споры, а бессмысленные. По поводу кто... Эссенциализм есть ошибка в мышлении. Ошибка. Но я говорю, это позволяет ряду белорусов, Кравцевичу, например, да, критиковать тебя по квази моральным основаниям, да, твою позицию. Белорусский, ты отвергаешь белорусский язык, например, который... Подожди, Кравцевич говорит, ты вот как бы не написал книжку по-белорусски, да, как бы вот говоришь по-русски, да, и значится, ты, Мацкевич, гад, москальщину транслируешь, отказываясь от этого, как... Я не москальщину, я паскальщину. А Паскаль сказал, что учиться хорошо мыслить – вот главный принцип морали. Врагов мы сейчас поживем. Я не боюсь врагов. Враги, они позволяют, как бы, если у меня есть ценность человеческой жизни, враги мне позволяют критически относиться к тому, что я говорю и делаю. Иначе я бы просто поубивал бы. Нет человека, нет проблем. Приходится, в общем, мыслить критически. Владимир, а вот не разобьется позиция культурной толеранции, которую вы здесь в какой-то степени декларируете, разобьется ли она как раз о те личности, те структуры, которые отрицают всякую толерантность своей культуры? Ну вот у Пруста, как вы сказали, силой, роком, и мы не хотим ваших приятий, мы знаем, что правильно. Нет, Павел, и они будут проводить свою политику, свою реализацию вполне легитимными для них средствами, силовыми, денежными и так далее. Вот я их, наоборот, люблю, да, потому что я как раз очень не люблю толерантности, доходящей до объяковости, да, и полного безразличия. Я как раз люблю людей увлеченных и знающих, чего они хотят, твердо верящих во что-то и так далее. Да? Но, в общем, да. И так существовала цивилизация долгое-долгое время, вплоть до некоторого перелома. Этот перелом произошел, ну, наверное, да, на этапе, когда элита культурная начала стирать грани между так называемым высоким стилем и низким стилем, да, между высокой культурой и профанной, простонародной. Но это тема для другого разворота, да. Я бы просто не стал сюда это вмешивать, потому что я сказал, что между, скажем, ну то, как я вижу этот спор мышления, да, между позициями моей и Акудовича, почему я, собственно, и хотел публично предъявить свою позицию, да, между позицией моей и Акудовича есть некоторое свободное пространство. В этом свободном пространстве ходят эссенциалисты с твердокаменными убеждениями, да, разных мастей. И вообще говоря, чем им больше, тем безопаснее. Главное, чтобы ни одна из этих эссенциалистских позиций не стала доминировать. И тогда это превращается в тоталитаризм. Да? В этом смысле мне очень симпатична позиция Черчилля, когда его во время войны с Германией спросили: слушайте, у вас в Германии есть фашистская партия Мосли. Куда вы смотрите? В Англии. А я без в Англии, да. Он говорит, ну и что есть? Он говорит, как? Вы же воюете с фашистами, а сами у себя в стране, мы демократическая страна. В демократической стране могут быть и фашисты. Фашисты опасны только у власти в тоталитарной стране. А в нормальных условиях демократии фашисты способствуют только тому, чтобы другие убежденные критически относились к собственным взглядам. Точно так же, как бы в этом пространстве между мной и Акудовичем болтаются пофигисты. Да? Ну или там люди с гипертрофированной толерантностью.
И вот это две крайних типа, которые болтаются между этими двумя позициями. И там еще можно выделить ряд других, да? Но здесь мне даже как-то особо по этому поводу спорить не хочется, хотя, наверное, можно было бы разобрать и эти позиции. Да? И в этом смысле мы как-то договаривались с поганцами Центром космологии в Крыме, да, провести некую дискуссию и сравнить мировоззренческие основания нашей позиции и их позиции. И я думаю, что со всеми такого рода людьми, которые готовы вступать в коммуникацию, мы обязаны вступать в коммуникацию, мы обязаны быть сильнее, умнее, точнее их. Это уже если мы сами себя ценим. Если не отказываться от коммуникации. Если отказываться, то сложнее. Вот почему мне нравятся больше белорусские эти самые традиционалисты, которых называют фашистами, чем, скажем, Шевцов с его, казалось бы, более рафинированным и более мягким подходом ко всему и полной нетерпимость фашизма. Потому что он-то как раз не способен к коммуникации. Я его знаю не с какого времени, но с 97-го года, когда он приехал из Литвы на ПМЖ в Минске, стал гражданином РП, да, и начал разучиваться говорить по-белорусски. Пока жил в Литве, он хорошо говорил по-белорусски, приехавший только там, был очень белорусскомовным. Потом так становился лукашистом, становился, пока. И вот, поскольку он писал тогда очень классные аналитические тексты, мне позвал, классный молодой человек, его надо вообще поднимать. Я начал его поднимать, приглашать в телепередачу, там еще куда-то раскручивать, а он потом оказался не способен к разговору. И как раз вот в этом смысле твердокаменность убеждений не имеет, не надо ее бояться, если люди вступают в диалог, в коммуникацию. Диалог, коммуникация, признание иного как иного, да? Это одно из условий вообще культурной политики и вообще существования современной культуры и цивилизации. Без этого никуда. А как раз неумение вступать в коммуникацию, оно признак, скажем, другого типа культуры. Я не говорю там отсталости, архаичности, элементарности и так далее, чтобы не выводить на эти вещи, да, ставить типологию, что вот это один тип, это другой тип. Но тот тип культуры, увы, не способен к развитию. А я уже говорил, что я не стану спорить особенно с людьми, хотя там могу показывать всякие ошибки, критиковать метод там, и так далее, если в прагматике не лежит развитие. Мы можем обсуждать все вот эти аспекты, концепты, представления о культуре, если мы говорим, мы хотим культурным процессом управлять, значит вообще культуру должны представить как процесс, и мы им управляем не для того, чтобы просто керовать с жажды власти, да? А мы управляем им с целями развития. Только такая прагматика делает осмысленной всю ту картину культуры, которую я вот на этом диалоге с вами, на этой лекции начал рисовать. Без этого, во-первых, это нельзя иначе прочитать, это не эссенциализм. Я несколько раз это оговаривался. Да? Я не рассказываю истину о культуре. Я строю такое представление о культуре, антологизированное, в котором культура представлена как процесс, а процессами можно управлять, и управлять ими можно разумно и умно, так, чтобы культура развивалась. Вот в этом, собственно, как вся прагматика того, что мы делаем в культурной политике. Ну что, коллеги, еще какие-то неотложные вопросы есть? Да. Вот, по поводу управления. Получается, вот в нашей схеме, там, где у нас есть норма, трансляция и реализация, я так понимаю, личность или совокупность личностей, которые образуют какое-то общество, совокупность обществ, они отбирают какие-то ценности, в которых они видят возможность что-то реализовать. То есть у них есть цели. И только давайте это самое, немножко за речью следить и контролировать. Да? Что значит отбирают ценность?
То Вот есть, когда большевики отбирали ценности у кулаков, вот я понимаю. А вы что имеете в виду? вот если мы перейдем в сферу духовности, Да. то каждая личность для себя в каких-то идеях видит ценность. Вот она может что-то... Ну, как это, отвергать, смотрите, что-то это большая принимать. разница, да? Видеть ценность и отбирать. Вы В уверены, смысле, что отбирать, это? в смысле сортирует. Ну, Что для нее вот полезно, я а против что этого и стал как это и спрашивать, да? Вы уверены, что вы можете сортировать ценности? Ну, у каждого человека есть свобода воли, выбора. Ну, знаете, это есть или нету, на этот счет существуют разные взгляды и подходы. Одни говорят, что есть свобода воли и свобода выбора, другие говорят, что существует предопределение. Это тоже не безусловная вещь. И вот я-то думаю, что по отношению к ценностям все не так просто. Человек скорее выбирает себя в мире ценностей, чем ценность. А ценности ему, к сожалению, заданы. Но если у него все равно есть выбор, что принимать, а что отвергать. Не уверен. Не Но уверен. здесь и загвоздка. Если это отвергнуть, эту возможность выбора, то ваша теория будет верна. Тогда, предоставляя человеку какой-то набор нормировочных веществ, то есть образцов, эталонов, то у него, так как нет свободы выбора, можно управлять его сознанием. Но ведь есть же примеры, когда люди даже за решеткой в истории, они оставались свободны в своем разуме. Ну, конечно. То есть, получается, все равно есть какой-то в сфере духовности, у человека в сознании есть рационализм. То есть нельзя повлиять на его выбор окончательно. То есть я говорю к тому, что мы не можем управлять, мы можем влиять. В какой-то степени. На что влиять и чем управлять? Вот я могу, например, влиять на ваше фотоотделение. Да? Открывая фоточку, закрывая ее, там, создавая глухоту и так далее. Могу это делать? Да. Могу. Но ведь Что мешает еще на что-нибудь повлиять? это чисто материальный аспект, а я говорю о духовности, в сфере которой у Ну, нас так и я происходит говорю о трансляция. духовности, но это вы начали говорить про то, что мы там выбираем какие-то ценности и так далее. Я говорю, вы, по-моему, ну, скажем так, опрометчиво настаиваете на том, что мы там что-то выбираем. Даже отъявленные пофигисты, индифферентны ко всему, знаете, я просто не буду употреблять там истинного термина из анекдота, да? Проходит съезд пофигистов. На съезд приходят журналисты, спрашивают, вы правда пофигисты, да? То есть вам все пофигу? Ну, конечно, нам все пофигу. Как? И вот Мона Лиза, пофигу. А независимость страны вашей пофигу. Ну, а женщины пофигу. Ну, а что-нибудь еще. Там музыка пофигу. Ну, а деньги? Нет, деньги мы любим. Ну, так это же противоречие. Ну, вы сказали, что вам все пофигу, а деньги вдруг вам не пофигу, деньги вы любите. А нам пофигу. Противоречие. Вот так и у вас получается. Но обратите внимание, эти пофигисты, да, по отношению к деньгам не свободны в выборе. И человек есть не то, что он думает, а структура, собранная из того, что для него ценно. Человек есть просто такая, как бы, комплекс, совокупность ценностей. Нифига он не волен выбирать. Я могу выбрать, что больше, 2 рубля или 3 рубля, тут я свободен. А то, что деньги ценность. Хорошо, а вот возьмем, допустим, консервативную культуру японскую. Давайте То есть, возьмем. допустим, да, у них тоже есть набор каких-то ценностей, плюс еще сама культура консервативная достаточно. Можно ли тут говорить о каком-то развитии? Тут получается тупик. С японцами это самое. Про китайцев, если вы сказали, да, там как бы немножко больше, потому что, ну, например, Гегель, придумывая обоснование несуществующей вещи под названием прогресс, полагал, что прогресс присущ только христиано-германскому миру и европейской цивилизации.
А вот, например, китайская цивилизация, он не присуща. Китай выпал из истории, прекратил развитие, поэтому там время зациклено. И вот этот Китай воспроизводит одни и те же вещи, там, из разных раз, так и так далее. А вот японцы в силу целого ряда обстоятельств образа мысли, образа действия, они как бы оказались немножко в стороне дальневосточного цивилизационного ядра, и поэтому, начиная с эпохи Мэйдзи, они вступили в процесс развития. Несмотря на всю традиционность, вот одна из очень развивающихся стран, это Англия, да, славящаяся своим традиционализмом, консерватизмом и так далее. Консерватизм не есть оппозиция развития. Наоборот. Я думаю, что где-то даже без консерватизма развитие невозможно. Смотря о каком развитии вы говорите. Ну, о цели развития это будет еще говорить на следующих лекциях. Ну, честно говоря, я не собирался специально, но мне может понадобиться представление о развитии. Да? Вот. Я могу отослаться к некоторым книгам и классическим в СНГ подходе, и своим, где как бы про развитие говорится. Да. Ну, конечно, это зависит от того, что мы называем развитием. Мне кажется, Владимир, вот на предыдущий вопрос не совсем полностью. Имеется развитие самой личности. Личности не развиваются. Ну что, вы просто... Ну, допустим, не личность, допустим, вот то, что вы говорили, человек должен, с одной стороны, иметь какие-то основы, какой-то фундамент своей культуры, в то же время он должен быть... Нет, ну что значит своей культуры? Где это видно, чтобы у личности была своя культура? Ну, допустим, набор каких-то ценностей. Ну, это не культура. Набор ценностей – это не культура. Ну, о каком фундаменте имели в виду? Вы говорили, что должен быть какой-то фундамент, но в то же время еще должен быть открыт. Я такого вообще не говорю. Я о человеке не говорю в принципе. Ни слова о человеке вот, в моих схемах. Вот то, что я говорил, оно нарисовано на доске. Но человек это не носитель культуры. Нет, конечно. Не более чем холст. Можно заставить человека выучить наизусть, например, «Отче наш». Можно «Отче наш» высечь на скрижалях. Можно надруковать на бумаге. Хорошо. Ничем эти вещи не будут отличаться между собой. Хорошо, допустим, когда вы говорите, что вот есть у вас научная позиция эссенциалистки, придерживается... Да, это человеческие предрассудки. Допустим, предрассудки, но если мы говорим, нам же надо от чего-то как-то отталкиваться. Да, давайте отталкиваться в нашем разговоре от культуры. Хорошо, культура, вы говорили... Это то, что транслируется и реализуется. Транслируется, да, и реализуется. Но культура – это совокупность культуры, да? Нет. Культура – это то, что транслируется и реализуется. Хорошо. Что в нашем случае транслируется и реализуется? Ну, совокупность норм, образцов, эталонов там и так далее. Ну, хорошо. Порядок говорения очень важен. Порядок слов важнее в мышлении, чем в поэзии. Хорошо, они, допустим, существуют, да? Но в то же Кто время... они? Что? Кто они? То, что транслируется и реализуется. Нет, я такого утверждать бы очень опасался. Ну, хорошо, тогда открытость чего-то, чему-то. Вы понимаете, вот какая вещь? Я все время думаю, что я говорю конкретно, да? Точно. Я, например, не говорил ничего о человеке, и если бы вы мне не сказали, я бы даже не подумал, что я о человеке что-то говорю. Я точно так же ничего не говорил о существовании. Я ничему из того, что я нарисовал, не приписываю статуса существования. Не могу приписывать статусу существования. Я могу опираться на некоторые факты там, и так далее, там, апеллировать к ним для того, чтобы зацепить вашу, скажем, ваши пресуппозиции. Да? Хорошо. Вашу перцепцию. Есть такое устойчивое выражение «представитель такой-то культуры», «представитель такой-то культуры». Это человек представитель этой культуры? Ну, есть такое выражение. Допустим, возьмем конкретного человека абстрактного. Вот про абстрактного человека это еще да? Абстрактный человек это нечто вроде двуногого бесперьев с широкими ногтями. Да? Зачем вам человек, я не понимаю. Вы когда обсуждаете. Вот давайте вас обсуждаем.
Хорошо, вот когда вы... Я не знаю, человек или не человек, но давайте вас вот и обсудим. Вы Хорошо. чего хотите спросить про себя? Когда-то на коллегии мы говоря о человеке, приводили такую классификацию с психологии: человек, личность, индивид, личность, индивидуальность. Ну, существует масса всяких классификаций. Вот в том контексте, наверное, да, это было осмысленно. Хорошо, кто тогда меняет культуру? Допустим, кто приносит что-то новое в культуру? Культурный политик. Культурную политику. Это позиция такая. Это позиция, не человек. И эту позицию может занимать кто-то. Да? Хорошо, кто... Иногда отдельные люди, но чаще, я думаю, команды. Команды, объединенные трансцендентальным единством концепции. И вперед. Хорошо, хорошо. Вернемся к моему вопросу. Допустим, так, что я задавала? Я задавала о культуре, которая... Мы говорили о ценностях, и мы говорили, что человек — это носитель... Человек — это прежде всего, для него важны какие-то ценности. Я говорю, что человек — это то, что вот как бы есть ценности. Он совокупность каких-то ценностей. Он собирает на себе всякие ценности. Сам по себе является ценностью. И говоря об открытости культуры и закрытости, о традиционных культурах, либо, то есть эти ценности либо они подвижны, изменяемы и неизменяемы. И это как-то влияет на прогресс, да? Ну да, но вы еще помните, опять же, что я говорю, прогресс — это то, что Гегель с Марксом придумали в их схеме, в их картине мира. Это осмыслить как-то, но вообще очень сомнительно, что эта вещь бывает. Да. Ну, как курдалак. Да. Прогресс — это Тогда разновидность курдалака. вот именно. Тогда будем говорить о развитии, да? Ну, давай. Тогда о каком развитии можно говорить в японской культуре? О прогрессе можно, а о развитии? Вот про японцев не знаю, я не был никогда в Японии, но вот про развитие ваше я, например, могу представить себе, что если бы вы до лекции думали одним образом, а после лекции стали думать другим образом, я бы сказал, я столкнулся с феноменом таки развития. А если этого не произошло, ну тогда, увы, я говорю, нет, у меня в феноменальности не о чем разговаривать. Я не знаю о развитии ничего. С японцами я знаю, что вот японцы, они отказались от кодекса Бусидо. Такие развития. И стали вести жизнь офисного планктона. Хорошо это или плохо, я не знаю. Но изменения налицо. Я говорю, развитие. Кто-то может сказать, нет, изменения налицо, но на предмет развития это еще надо проверить, критически отнестись к этому. И вот если бы с японцами мы разбирались, проводили с ними вот деятельностную игру и так далее, я бы, наверное, стал разбираться. Я пока про белорусов. И вот говорю, что мы чреваты развитием белорусов. Не чреваты. Ну, то есть беременны. Но не развиваемся. Всегда вот уже 20. Почему? Слушай, не меняемся. Почему не меняемся? Не хотим. Или не хочем. Одно из двух. Просто потому что не хотим. Думаю, да. Но почему-то мы не хотим. А вот это я вас спросить, кто должен. Оставьте еще материал 4 лекции. Понимаете, если бы хотели, да, то начали бы критически относиться к тому инструментарию, про который один чудак по имени Мацкевич приходит и говорит, вот это инструментарий для того, чтобы мы развивались. Да? А если этого не происходит, критики этого инструментария, я говорю, не хотим. А если бы хотели, это абсолютно другой вопрос. А умеем ли? Хотим, но не умеем. Что же бывает? Вот то, что не умеем, это вообще вот такой вопрос просто, умеем или не умеем, нельзя поставить, если нет ответа на предшествующий вопрос, а хотим ли? Вот хотим, тогда спрашиваю, отлично, хотите, давайте тогда разберемся, умеете ли? А поставить вопрос, умеете ли, до того, как они хотят, он абстрактно и не обсуждабельный. Вот я же говорю про это. Я говорю, что
все люди в Беларуси, которые верят Акудовичу, развития их хотят. Не потому, что Акудович плохой, Акудович хороший. Но вот такие инструменты, такое представление он разворачивает для белорусов. Белорусы с увлечением читают его художественную философию и развиваются. Владимир Владимирович, можно вопрос? Сейчас, давайте, мне Павел сказал, что я не разобрался с тем вопросом, да? А я думаю, что я таки не разобрался, но давайте тогда ваш будет последний, да? Так вот, коллега, упаси меня Бог произнести слова управления сознанием. Это мало того, что глупость, это еще и злокозненная глупость. Сознанием управлять нельзя, не в смысле нельзя, да? В смысле не стоит даже браться. Невозможно. Управлять можно только процессами. Процессами. И ничем больше. Вот течением реки можно управлять. Дорожным движением можно управлять. Можно управлять процессом мысли, если она есть. Она очень редко встречается. Но если она встречается и мысль течет, то этим процессом можно управлять. Любым процессом можно управлять, если знаешь как. Осознанием, человеком, страной, вещью нельзя. То есть вы утверждаете, что можно управлять процессом выбора человека между какими-то нормами, эталонами, образцами? Да нет, я говорил о другом. Я говорил о том, что можно и нужно управлять нормировкой, эталонизацией, прототипизацией и приданием каким-то вещам или там объектам статуса образцов, делания образцов. Вот этим можно управлять, говорил я, а не выбором. Про выбор я ничего не говорю. Ну вот получается, может я вас правда не так понимаю, вы тогда выкидываете из вашей схемы нормировка, трансляция, получается репродукция, личность с присущими ей свойствами или нет? Да, личность я выбрасываю. Вы, получается, приходите к какому-то безличностному пониманию на общество, ну, как бы, общество, совокупность. Про общество я вообще ничего не говорил. Я говорил про культуру. Только про культуру. Но без личности. Конечно, без личности. А где вы видели в личности культуру? Сама личность в данном случае в культуре является всего лишь нормой. Видите, это европейцы в европейской культуре придумали личность. У папуасов никакой личности нету. И потребности у них даже нету такой. У них нету в эталонах. Зайдите в любой папуасский музей или в папуасский университет и спросите, что такое личность. Он скажет, а что это такое? Владимир, можно я уточню? Как мне показалось, то, что не прозвучало артикулированно, поэтому на это не отвечает. Вот вопрос управления и влияния. То есть в чем разница? Когда мы управляем, неважно, процессом или чем-то. Мы управляем, допустим, компьютером. Мы пишем ему программу, он нам выдает результат. Нет, мы не управляем компьютером. Мы управляем процессами, которые компьютером текут в компьютере. Да? Точно так же мы управляем там, движением автомобиля, а не автомобилем. Да? Когда мы для простоты говорим, мы управляем автомобилем, да? А должны понимать, мы управляем движением автомобиля. Да? Дорожным движением мы управляем. Пешеход, например, который вступает на полную землю, он как это, попадает в ситуацию знаковой системы, которая управляет дорожным движением. Соответственно, в данном случае у нас речь идет об управлении культурными процессами. Да. Надо представить, если мы хотим управлять, если у нас прагматики такие задачи ставят, да? В этом смысле мы хотим развиваться, значит, мы должны управлять чем-то, значит, мы должны представить культуру не как набор вещей, личностей, вещей, черных квадратов, белых квадратов и так далее. Конкретно данным автомобилем? Нет, никаким данным автомобилем. Процессом движения данного автомобиля. Давайте тогда я засвечу вопрос, чтобы не было 20 интерпретаций. Получается тогда, если мы беремся управлять процессом, допустим, культурным процессом, то управление предполагает, что у нас есть, допустим, четкие цели, мы подбираем средства и мы достигаем определенного результата. То
То есть есть определенная в данном случае связка элементов. Да. Когда мы говорим о культурных процессах, вот здесь могут возникать сомнения, потому что мы можем сколько угодно, допустим, вводить программы трансляции белорусской там, культуры, Паулинку, Вянок Богданович или что угодно, или там романы писателя Чергинца, но мы тем самым как бы все равно их не заставим приносить нам четкие какие-то результаты. Мы не добьемся даже того, что они четко будут транслироваться в культуре. Мы можем лишь косвенно повлиять. Вот я в чем хотел здесь провести черту, которую, по-моему, ставилась вопрос. Мы можем говорить, допустим, лишь о определенных косвенных воздействиях, косвенных влияниях на культуру, за счет того, что мы будем пытаться там нормы изменять, образцы и так далее. Вот мы пытаемся на нее влиять, а не то, что мы ей управляем с точки зрения того, что мы достигаем конкретно тех результатов, которые запланированы. Ну вот смотрите, Павел. Если мы, например, имеем коллекцию книг под названием «Белорусский книгосбор», мы можем к этому относиться по-разному. Мы можем сказать, например, что эта коллекция должна включать в себя 75 томов, ни томом больше, ни томом меньше. Они должны весить каждый по 3 килограмма, быть все красно-зеленого цвета, ну и всякую такую штуку, как бы говорить, мы можем повлиять на внешний вид там, и какие-то атрибуты, да, вот этой вещи, коллекции книг. А мы можем спросить себя, интересно, когда такая коллекция книг, белорусский книгосбор появляется, она вообще чего делает? Я тогда говорю, понимаете, какая вещь? Она эталонизирует определенные вещи культуры. И тогда мы должны разбираться с тем, что означает эталоны вот в такой системе эталонов. Да? И тогда мы выбираем то, что туда попадет, по несколько иным критериям, нежели, например, ну, у нас же Чергинец хороший человек, давайте мы включим избранное произведение. Да, но сколько белорусский книгосбор запустит механизм трансляции, насколько его будут читать и смотреть. Как тот же на недавней встрече Максим Гмаков говорит, есть прекрасный журнал «Диаслуг», я его не читаю. Ну да, да. И это опять же именно потому, что как бы эти вещи не обсуждались. Скажем, Диаслуг, там тот же Бабков создавал там журнал, как он назывался, «Перекрестки», там еще что-то такое, да? Есть много вещей, которые не то что не реализуются, например, Павел Раковский их не читает, они даже не транслируются. Эльжбета Смолкова, там, бывший посол Польши в Беларуси, как-то попросила меня привезти в Варшаву перекресток. Я иду к Кудовичу и Бабкову спрашиваю, дайте мне экземплярчик заслуженной женщины привезти. Они говорят, у нас нет. То есть и к ним отношение такое, его даже в музей не привезли. То есть к ним относились не как к тому, что должно транслироваться и реализовываться, да, а как к разовой вещи. Ну, например, там, не знаю, как к перформансу с раздеванием синей-зеленой девушки там, в галерее. Да? Ну, она разделась, потом оделась, и все. И было, что не было. Раз и нет. Это к культуре не имеет отношения, потому что протранслировать это не. В Москве еще создать, значит, было. Сколько бы раз это не почему? Я обсуждаю в том числе и не культурные, а уникальные события. Да? Вот теракт — это культура. Как бы, если это становится транслируемым, там, да, реализуемым, дальше это критики, там, это самое. Ну, в общем, да, в каком-то смысле теракт это там, становится, да, культурой. Культура сопротивления. Я загнул, да. Вот. А есть вещи, которые, как это, вот, разовые, да? Раз и нет. Раз и нет. Причем сама по себе культура перформанса, она может быть. То есть разные девушки в разных галереях по разным дням недели должны показывать свои сине-зеленые телеса. То есть в этом смысле, давайте уже закончим, заканчиваем. Понимаете, вот системное мышление, системный подход современного в рамках деятельностного и так далее, он заставляет нас многие вещи по-новому обсуждать. Просто по-другому говорить, меняет язык. И этот язык тоже надо менять, потому что, вот, тут уже возвращаясь к более таким экзотическим вещам,
скажем, как вот Кастанеда обсуждает экологизацию, да? Говорит, человека вводят в описание мира. И дальше он в этом описании живет. Чтобы жить в мире, надо убрать это описание. И когда мы начинаем описывать чего-то, да, то язык умнее человека. Он заставляет нас относиться к тому, что мы описываем, так, как мы это описываем. Вот я все время, всякий раз говорю, пока белорусы не отучатся на всех белорусских языках, а их как бы 3 государственных, да, вот, называется советским языком, мы не изменимся в стране. А что значит советский? Начать с лексики. Например, запретить употребление слова «республика» по отношению к территории. Ну, нельзя. Республика – это принцип. Чего? Государственного устройства, принцип власти, там и так далее, а не территория. А до тех пор, пока территория, значит, мы мыслим нашу страну не как независимую, а как советскую, пусть и не совсем социалистическую республику. И вот это вот как бы, да, исправляется на уровне языка. Давайте отучаться говорить о некоторых вещах научным языком, то, что не является предметом науки. Культура, развитие, программа развития не являются предметом науки. Поэтому весь научный аппарат, онтологизированный, вот этот вот с существованием, да, с приписанием ярлыком существования по отношению к каким-то таким вещам, да, вот оно так не описывается. Даже Маркс это понимал, несмотря на то, что как пытался научить то, что науке не подлежит, коммунизм. Он говорит, что такое личность? Личность – это ансамбль общественных отношений. Никакой другой личности, кроме ансамбля общественных отношений, то есть некоторого гештальта и целостности, чего? Не вещей, не белковых тел, упаси Бог, да, и даже не извилины мозгу и того, что в них там электрохимически двигается. Это всего лишь ансамбль общественных отношений. И ваш последний был, даже мы уже все утомлены. Прозвучала такая фраза, что мы не развиваемся, потому что не хотим. Но это мы, очевидно... Но я засомневался потом. Очевидно, ну, в любом случае, вопрос может быть более общий. Это мы, естественно, под мы имеется в виду не присутствующие в этой аудитории. Да и присутствующие. Так вот... А чем присутствующие отличаются от неприсутствующих? Так вот, вопрос, ну, допустим, мы не хотим развиваться, но в Москве считаю по всему хочет, да? Так вот, где, как можно характеризовать вот этот социум или эту часть социума, которая является критической массой для этого развития, которая, если захочет, то развитие пойдет? Ну, знаете, такая вещь. Давайте я в другой раз про это поговорю, а сейчас я расскажу буквально следующее. Да? Развитие – это в первую очередь заглядывание мыслей туда, куда мы можем попасть или не попасть живем. Поэтому, когда вот есть такой принцип устойчивого развития, да, вот, сформулированный там в Бразилии, очень для всех подходит, мыслить глобально, а действовать локально. Вот если развитие, ну, просто хотя бы представить вот именно из этих вещей, да, мышления и действия, то достаточно меня одного в стране, чтобы она тихонечко, просто разогнать, тихонечко начала развиваться. А если нас с вами будет двое, а потом еще Павел Парковский к нам присоединится, трое, да, вопрос, ну, мы уже раскачаем это все, и пойдет, и пойдет. То есть, грубо говоря, вы считаете, что и одного человека достаточно? Если только я не заблуждаюсь относительно размеров глобальности и размеров локальности, да? Я не могу локально мыслить, чтобы развиваться. Если я начинаю мыслить локально, а не глобально, ни к какому развитию я никого не подтолкнуть не могу. А если я заблуждаюсь относительно локальности, то есть я, будучи одним, думаю, что нас на самом деле трое, или нас массы, да? Вот как это, белорусские политики, да? Ну, они говорят, у нас есть процесс европеизации, мы им керуем, управляем. Типа, да? И нас много. Много это сколько, говорят европейцы?
Ну, у нас сотни тысяч. Отлично. Да? Но они никакого развития обеспечить не могут, потому что они приходят 25 марта на День моря, да, и видят вместе сотен тысяч 1500. Да? Они говорят, не верим глазам своим, считаем, что у нас 100 тысяч, как бы, да, и будем развиваться. Ну, нельзя так развиваться. Чтобы развиваться, да, нужно мыслить глобально, а действовать локально, то есть точно локализовать свои возможности. Если я один, то мы будем развиваться в Беларуси одним образом. Если нас будет двое, другим образом. Если там Ася Поплавская подключится, то третий. Понимаете? Вот и все. Поэтому нельзя заблуждаться относительно вот этих вот размеров, глобальности и локальности. И уж нельзя менять их местами. А то некоторые начинают мыслить локально, по-местечковому, как говорят у нас в Беларуси. Да? Местечко, что тут придумали? Евреи, как говорят, по всему миру распространены. Вот, местечково мыслить, а действовать с понтом локально. Глобально. Да? Типа мысли держава. Ну, для белорусов это, правда, не так характерно, это для наших как бы, старших, младших братьев с востока характерно. Да? Вот такая страна.